О самых заметных событиях расскажем в программе «Итоги дня». В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах к этому часу. Якутяне смогут напрямую получить ответы на свои вопросы от членов правительства, высказать свои предложения и замечания. В Якутии стартует отчет правительства республики. Обмундирование, предметы первой необходимости, адресные посылки и высокотехнологичное оборудование. Якутия продолжает оказывать гуманитарную помощь своим бойцам в зоне СВО. Затопленные полы, плесень и перекрытие стояков водоснабжения. Жители одного из домов Якутска испытали на себе прорыв трубы с горячей водой. Мастер из мастеров, легенда документалистики, хранитель истории. Почетный кинематографист России, талантливый кинооператор Николай Сантаев отмечает 85-летний юбилей. На площадке Мирнинского регионального технического колледжа бурятская община «Байкал» проводит соревнования по настольной национальной игре «Шагай-Надан». В районе стартовали мероприятия, посвященные Новому году бурятов по лунному календарю Сагалган. В Якутии с 5 февраля стартует отчет правительства республики. Первыми итоги работы исполнительных органов власти за прошлый год обсудят жители Верхневилюйского, Горного, Усть-Алданского и Вилюйского районов. На встречах жители смогут напрямую получить ответы на свои вопросы от членов правительства, высказать свои предложения и замечания. В правительстве региона отмечают, что президент России Владимир Путин не раз говорил о важности прямых встреч представителей власти с народом. Тем временем глава Якутска Евгений Григорьев выступил с отчетом по итогам работы окружной администрации за прошлый год перед жителями строительного округа. В ходе отчета были отмечены основные достижения и значимые результаты в социально-экономическом развитии Якутска. Помимо этого, он особо отметил, что Якутия приступила к реализации мастер-плана до 2030 года, утвержденного президентом страны Владимиром Путиным. Подробнее об этом в следующем материале. Проведение масштабных работ по переселению граждан из аварийного жилья, строительство всех необходимых социальных инфраструктур в новых микрорайонах, включая современные школы, поликлиники, объекты культуры и спорта, являются ключевыми векторами реализации мастер-плана Якутска. Комплексный план почти 40 страниц. И это впервые в истории нашего города такой уникальный шанс, когда задача развития города Якутска – это не только задача городской администрации, республиканской власти, это задача федерального уровня, задача, поставленная нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным. По итогам прошлого года проведен капитальный ремонт дорог, установлены теплые автобусные остановки, а также выполнена масштабная работа по благоустройству и озеленению дворов. В ходе встречи с Евгением Григорьевым активные жители строительного округа задали волнующие их вопросы и получили обратную связь. Мне, например, очень нравится, что появились новые теплые остановки. По Дзержинского, по Объездной. Вы понимаете, что в минус 50 невозможно стоять на улице долго. Потом я заметила, что появились новые автобусы. Красные такие большие, уже такой толкучки нету. Это очень хорошо. Но я рассчитываю на то, что микрорайон новый, спортивный, там будут социальные объекты. Я надеюсь, что там будут больницы, детские сады и может какой-нибудь спортивный объект, потому что название такое спортивный. В настоящее время осуществляются мероприятия по расселению граждан из аварийных многоквартирных домов, на месте которых планируется строительство 46 многоквартирных дома, детского сада на 240 мест и многофункционального спортивного зала. Микрорайон спортивный будет площадью около 54 гектаров. Начало строительства запланировано на второй квартал этого года. Даяна Федорова, Александра Константинова, Павел Пахомов, Якутск. Глава Якутии Айсен Николаев и сенатор, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Литков обсудили организацию совместной площадки на выставке в форуме «Россия». Григорий Литков в ходе рабочей встречи отметил активное участие властей Якутии в работе по реализации прав коренных малочисленных народов Севера на федеральном уровне. Стороны также обсудили проекты и планы, которые будут реализованы при подготовке к совершенствованию законодательной базы по обеспечению устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, вопросы их социальной поддержки в республике. Такие рабочие моменты обсудили, в том числе и работу региональной ассоциации коренных народов. Поделился информацией, что у нас на федеральном уровне, какие планы и какие достижения есть в сфере законотворчества, проектов. Поэтому сверили наши, так сказать, общие пожелания. И есть хорошие совместные цели. И в том числе договорились, что
будем вести подготовку общественного совета при Министерстве по развитию Дальнего Востока. В Якутске совместно с прокуратурой ведется большая работа по обеспечению законности, сохранению экономической и социальной стабильности. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин совместно с главой региона Айсеном Николаевым, прокурором республики Максимом Поповым и руководителями ведомств и правоохраны подвели итоги работы за прошлый год. Один из главных итогов совместной работы – восстановление прав 1766 обманутых дольщиков. Помимо этого, в ходе коллегии были определены задачи на этот год. Дмитрий Демешин поставил региональной прокуратуре и органам власти ряд задач и поручил принятие действенных мер, направленных на повышение качества жизни якутян. С жалобами в прокуратуру республики обратилось 30 тысяч человек. По результатам проверок каждая шестая удовлетворена. На личном приеме принято свыше 5 тысяч заявителей, из которых руководством около 4 тысяч. Практика рассмотрения обращений граждан, взятых под личный контроль Генеральной прокурорской федерации, применяется также при проверке иных сведений о нарушениях комплексно и всесторонне. Прокуроры выезжали в отдаленные населенные пункты, выходили в трудовые коллективы, а также в социальные учреждения. Состоялась совместная прием с главным федеральным инспектором, руководителями правоохранительных органов, уполномоченными, а также общественными организациями. С 1 февраля вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в закон о коллекторской деятельности. Изменения наделили Федеральную службу судебных приставов России новыми контрольно-надзорными полномочиями за деятельностью не только коллекторов, но и кредитных и микрофинансовых организаций. Новые ограничения взаимодействия с должниками теперь будут касаться относительно частности и времени обращения граждан по вопросам задолженности. Важным изменением является введение уголовной ответственности за нарушение правил общения с гражданами. Статьей 172.4 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 5 лет. За что же? А именно, за угрозы применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких. Расследование указанного преступления находится в компетенции органов полиции. Студенты АГАТУ приехали в Москву, чтобы приготовить якутские блюда для раненых бойцов СВО. В столицу ребята привезли необходимые продукты – оленину, рыбу, бруснику. Готовили горячие и закуски. Посуду и всю кухню предоставила Постпредство Якутии. За процессом готовки следила Айсена Бурнашова. Подробности в ее сюжете. Какое будем делать? Готовые блюда. Студент АГАТУ Петр мастерски справляется с ножом. В его руках готовая оленина. Еще в Якутске перед вылетом ребята расфасовали ее по пакетам и заморозили. В Москве мясо погрузили в кипяток, добавили специи. И вот основное блюдо почти готово. Осталось только макароны добавить. Я надеюсь, что нашу приготовленную еду примут наши бойцы с радостью и будут здоровы. Свою доброту, честность, как мы их бережем и уважаем за их поступки. Вот это ты вкладываешь? Да. Всего для раненых бойцов волонтеры АГАТУ привезли 60 килограммов продуктов. Помимо мяса, это рыба разных сортов и брусника для морса. Продукты собирали всей республикой. Это отправили жители из всех районов Якутии, чтобы поддержать наших бойцов. Рыбу, например, карась с Чураптинского улуса, Мегино-Кангаласского, Кобяйского, а эти дичь, то есть утка, гуси Нижнеколымского и чирс тоже с Нижнеколымского улуса. Сегодня на кухне было жарко. Якутяне приготовили почти 15 порций горячих блюд и закусок. Уже завтра они развезут их по военным госпиталям Москвы. Волонтеры АГАТУ уверены, что якутские блюда помогут раненым бойцам быстрее восстановиться и набраться сил. Все же вкус родного края и забота земляков работают лучше таблеток. Нас всех это касается, поэтому очень важно помогать, поддерживать, чтобы они знали, что мы поддерживаем их и ждем. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Москва. Якутия продолжает оказывать гуманитарную помощь своим бойцам в зоне СВО. Кроме обмундирования, предметов первой необходимости и адресных посылок, якутяне отправляют на фронт и высокотехнологичное оборудование. Боец с позывным «Прайс» ежедневно ходит на охоту, правда выслеживает он не дичь, а вражеские дроны. На счету у Прайса и его команды уже десятки перехваченных коптеров. Вчера же Прайс получил новое антидроновое ружье, которое, по его словам, поможет ему еще эффективнее бороться с беспилотниками ВСУ.
Вот ружье перевезли, антидроновое ружье. Оно очень эффективное против дронов, против камикадзе, против Бабы-Яги. 37 дронов сбили. У нас есть такие уже, сами покупали до этого. 5 штук есть. 37 дронов, 22 камикадзе и 3 Бабы-Яги. Позавчера буквально 2 штуки мы посадили возле себя. Вот так. Хорошее ружье. Сколько у вас в подразделении ребят из Якутии? С Якутии изначально 60 человек было, сейчас где-то человек 20 осталось. Постоянно, что закажешь, все отправляют. Ну вот то, что самое большое, то, что вот первый раз получил, вот это мне антидроновое ружье. Жители Каменного дома по улице Крыжижановского, 75/6 испытали на себе прорыв трубы с горячей водой. Выходя из квартир в любой момент, они могут попасть под душ. Подробнее про ситуацию с домом расскажет Вероника Таюрская. Все лед, я здесь не могу даже окна открыть. Хотел окна открыть. Вот посмотрите, хотел окна открыть. Там что открою? Вот он пар, вот он прямо идет. Первую тревогу жители дома по Крыжижановского, 75/6 забили еще 28 ноября 2023 года, когда произошел первый прорыв трубы. В последний раз прорыв случился 30 января этого года. Тогда жители вручную выливали воду из своих квартир до глубокой ночи. Обращение в управляющую компанию ЖКХ «Столичная» не приводит к никаким действиям. В результате происшествия жильцы не могли попасть к себе в подъезд. Это плачевное состояние в наших подъездах, которые вы увидели в ролике НВК СХ. Я думаю, что это все решится намного быстрее. Ну, невозможно жить, ежедневно выходишь из дома и думаешь, будешь ты под душем, под горячим или не будешь. Шло у нас большое ЧП, первый подъезд подмерзает. Но у нас, вот видите, вот мы сами вот с 3-го подъезда постоянно вот фекальные воды стекаются. Но это не сегодня произошло, не вчера, это уже планомерно целый год идет, да? В одной из квартир, где проживает семья участника специальной военной операции, полностью затопило полы, что привело к появлению плесени и перекрытию стояков водоснабжения. Жильцы, проживающие над этой квартирой, решили не пользоваться водой для неусугубления ситуации. Сама семья взяла квартиру в ипотеку. Они не успели завершить ремонт и въехать в новую квартиру, как произошел потоп, в результате чего испортилась мебель, а теплые полы пришли в негодность. Вот в этой квартире, в которой произошла вот эта вот ситуация, должна проживать семья участника СВО. Молодой человек ранен уже дважды, он должен приехать домой, но ему, по сути, ехать некуда. Он не может здесь проживать в этой квартире. Плюс семья многодетная, у них 3 детей, потому что квартира непригодна для проживания. Во время встречи жителей дома с нашей съемочной бригадой, начальником управы промышленного округа и депутатом Государственного собрания Илтумэн во двор приехали представители управляющей компании ЖКХ «Столичная». Наш оператор заснял, как они работают. Народный депутат Дмитрий Паньков сообщил, что он совместно с жильцами будет подавать заявление в Управление государственного строительного и жилищного надзора в Генеральную прокуратуру по факту нарушения Уголовного кодекса Российской Федерации. Люди бьют тревогу. Действительно, мы видим, что дом в аварийном состоянии сейчас находится, перемерзла канализация, перемерзают трубы, плюс ежедневные прорывы горячей холодной воды в подъездах идут. Первый этаж квартиры затапливаются фекальными водами уже более чем 3 месяца. Естественно, мы будем настаивать на принятии острейших мер. Семен Иванов, начальник управы промышленного округа столицы, на встрече с жителями сообщил, что их дом уже 21-й, который жалуется на бездействие управляющей компании. Управляющая компания «Столичная», опять же, у них во всех домах замерзла вода. Ну это же, да, это, наверное, показатель того, что управляющая компания запустила все дома. Мы позвонили в управляющую компанию ЖКХ «Столичная» за комментарием. Предлагаем послушать их ответ. ЖКХ «Столичная», здравствуйте. Алло, здравствуйте. Можете подсказать? Я, получается, корреспондент телеканала «Якутия-24». Мы сегодня ездили на Крыжижановского, 75/6, и я бы хотела получить комментарий директора по поводу ситуации с домом. Директор на данный момент на выезде, поэтому комментарий на данный момент дать вам не предоставить не может. А может быть, я смогу перезвонить ему? Извините, но личные номера мы не даем. Вы можете написать на 2GIS, есть электронная почта, можете обращение написать туда. Угу. Ладно. И вам ответят.
Ага, хорошо. А какой срок ответа? Это вы начальника спрашивать? Какой? Вы напишите, вам ответят, все. В распоряжении редакции имеется копия заявления от жителей дома в управляющую компанию ЖКХ «Столично» и в управление государственного, строительного и жилищного надзора Якутии, датированное 17 декабря 2023 года. В ожидании ответа жильцы дома продолжают опасаться не только за свое имущество, но и за свою жизнь. Наш телеканал будет следить за развитием событий. Вероника Таюрская, Георгий Григорьев, Якутск. Мастер из мастеров, легенда документалистики, хранитель истории, почетный кинематографист России, талантливый кинооператор Николай Сантаев отмечает 85-летний юбилей. В Национальной библиотеке открылась выставка, посвященная его творческой работе, где представлены книги, статьи и камера легендарного оператора. Николай Маркович с раннего детства интересовался съемками кино. После окончания Московского института кинематографии он всю свою жизнь посвятил развитию документалистики. Талантливый оператор сумел выстроить кадр, построить композицию, поэтому запечатлел на ленте знаковые моменты, трудовые будни, развитие промышленности, историю родной Якутии. С юбилеем его поздравили родные, режиссеры, работники культуры и студенты. У меня примерно из списка около 40 документальных фильмов на различные жанры о Якутии. Так что по мере своих возможностей я пытался фиксировать историю своей родной республики. Ленский район богат творческими людьми. Одной из известных всем поэтесс является Ольга Кудрявцева. С ее творчеством знакомы многие. На счету Ольги Владимировны десятки изданий, а это сотни стихов и песен, огромный опыт участия в разнообразных литературных конкурсах. В нашей съемочной группе поэтесса рассказала о себе, о своем творческом пути, о вдохновении и, конечно же, стихах. Поэзия присутствует в жизни Ольги с детства, но до 2015 года она не уделяла ей столько времени, сколько сейчас. Писала периодами, как приходило желание. Но однажды случайно попала на фестиваль в городе Иркутске. Приняла участие в батле и вошла в 5 лучших. В составе были именитые поэты. Там девушку заметили и пригласили на фестиваль в Москву, где она стала обладательницей серебряной медали. С этого-то все и началось. Потом воссияла новой страстью, так скажем. То есть просто какая-то, по-видимому, искра Божья. И все из нее как начало фонтанировать творчество, да, и песни, книга и так далее. Тогда она посвящала этому просто дни напролет. Источником мысли у поэтессы может стать все, что угодно. Стихи Ольги не олицетворяют ее жизнь, они не о личном. Из-за того, что я работаю с людьми и очень много вообще взаимодействую с людьми, у меня получается... Очень многие судьбы просто переплетаются в голове. И вот таким образом, да, это, наверное, переплетение судеб вообще часто многих людей. То есть таких вот автобиографичных там буквально очень мало стихов. Тема семьи занимает особое место в творчестве нашей героини. Пишет о ней она много. Есть стихи, посвященные сыну. В них женщина рассказывает о радости материнства и о семейном тепле. О любви к природе, к родине и, конечно, мужчины к женщине. Недавно поэтесса выпустила первую аудиоверсию своей книги «Навстречу любви» из серии «Вселенская любовь». Издание уже полюбилось ленчанам. Все песни Оля делится со мной, да, когда она их планирует или когда она их уже в начале, так сказать, творчества. Мы слушаем, совещаемся, да, она спрашивает мое мнение. И мне это очень приятно, потому что я понимаю, что человек мне доверяет в этом плане, и для нее важно мое мнение. Пишет Ольга Кудрявцева не только стихи, но и песни. Также сама является автором музыки. Исполняет их тоже сама. А ты мой космос любви, твоя планета, ты мой космос любви, я тобой везде, ты мой космос любви. Творчество, по словам героини нашего сюжета, занимает в ее жизни второе место. На первом – психология. Ее трудовой стаж – 27 лет. 22 года она работает в социальной сфере. Работу свою я обожаю, очень люблю. Считаю, что я на своем месте и всегда стараюсь в своей работе достигать высоких результатов. Сегодня Ольга Владимировна – психолог Центра занятости населения. Занимается социальной адаптацией, психологической поддержкой и профессиональной ориентацией. Также реализацией многих проектов, в том числе помогает
помогает осужденным трудоустраиваться на работу, работать с детьми, состоящими на учетах, ведет прием населения. Несмотря на свою занятость, Ольга часто общается с сыном и его семьей. Много ПТС и увлечений. Любит готовить, вязать, общаться с подругами. Любит баню, рыбалку, отдых на природе и, конечно, путешествия. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Почти 700 тысяч школьников из всех регионов России принимают участие в 7-й Всероссийской метапредметной олимпиаде «Ближе к дальнему». В нем принимает участие рекордное количество школьников с 1 по 11 класса и студентов с первых и вторых курсов профессиональных образовательных организаций на базе 9 классов. На сегодняшний день к участию в олимпиаде зарегистрировались свыше 689 тысяч человек из всех субъектов России. Среди них почти 80 тысяч учеников из регионов Дальневосточного федерального округа. Победители финального этапа, учащиеся выпускных 10 и 11 классов, смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ДВФУ и другие вузы-партнеры Олимпиады. Изобретатель Юхан Гросс установил уникальный тренажер для детей-инвалидов, проживающих в Республиканском детском специализированном доме социального обслуживания поселка Серебряный Бор. Об уникальности изобретения и какая с ним сегодня ведется работа, расскажут наши коллеги. Утро 10-летнего Паши началось радостно, ведь сегодня очередные занятия на любимом тренажере. Детки у нас особенные, и деткам очень нравится заниматься, так как они в этом тренажере видят другой мир. В учреждении установлено 3 тренажера на группах с маломобильными детьми. Это новая технология двигательной реабилитации детей с тяжелым диагнозом – детский церебральный паралич. На тренажере занимаются детишки по рекомендации врачей. Совместно со специалистами АФК, ЛФК, совместно с массажистами. Уникальность тренажера состоит в том, что он обеспечивает вертикальное положение тела при реабилитации больного даже с тяжелыми нарушениями функций опорно-двигательного аппарата при любой физической деятельности. Мы начинаем с разминочки. У нас где-то полчаса идет разминочка. Потом мы полчаса занимаемся. У нас есть комплекс упражнений, и мы начинаем по этому комплексу с детьми заниматься. Изобретатель Юхан Гросс сам доставил свои тренажеры в детский дом и в течение нескольких дней проводил для сотрудников обучение. На самом деле кажется, что конструкция такая незамысловатая, но очень сложно усадить туда ребенка. Очень трудно вот эти все крепления перецеплять, там много резинок разной жесткости. Очень такая работа, как бы не каждый смог бы. Нужно быть еще физически подготовленным, и не причинить вред ребенку, не сделать, не дай бог, больно. Опыт показывает, что в 90% случаев после применения данной методики появляются самостоятельные движения, ранее не наблюдавшиеся у ребенка. В половине случаев активируется развитие эмоционального и речевого общения. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Хангалас Хапсагая впервые будет проходить как открытый всероссийский турнир с международным участием. Уже завтра на ковер выйдут сильнейшие борцы из Якутии, Алтая, Тывы, Бурятии, Татарстана, Монголии и Узбекистана. Всего 400 борцов. Среди участников будет и прошлогодний абсолютный чемпион турнира Айдын Мангушт. Призовой фонд составит 3 миллиона рублей. Абсолютные чемпионы получат 300 тысяч, а победители в весовых категориях получат от глав наследников Хангаласского улуса по жеребенку. Прямую трансляцию Хангалас Хапсагая смотрите на наших каналах НВК Саха, Мамонт, ВКонтакте и YouTube-канале. В Мирнинском районе стартовали мероприятия, посвященные Новому году бурятов по лунному календарю Сагалган. На площадке МРТК бурятская община Байкал в эти дни проводит соревнования по настольной национальной игре Шагай-Наадан. Более подробно смотрите далее. Зимний вид бурятской народной игры «Шагай-Наадан» возрождается, сохранив все особенности и правила. Игры, которые устраивались на 2-й и 3-й день Сагалган, были не ради развлечения. Они призывали благополучие, счастье, здоровье, плодородие и богатство. В этом году, 10 февраля, и в преддверии этого праздника мы проводим игры «Шагай-Наадан». Сегодня начинаем игры, сегодня будет мастер-класс, будут такие испытательные игры, Самое главное — мастер-класс показать. У нас в Мирнинском районе очень много бурятов на самом деле. Мы ведем подсчет, кто-то к нам привлекается, есть активисты, у нас очень много активистов. Где-то в районе 1500 раньше было у нас. Некоторые приезжают, некоторые уезжают. Особенно сейчас очень много молодежи, конечно.
Шагай настолько разнообразна и захватывающая, что люди специально собирались вечерами и играли до поздней ночи. Косточки по своей форме имеют 6 характерных позиций, и каждая имеет свое название. В игре участвуют несколько человек. Перед началом заранее оговаривают условия игры и обязательно их соблюдают. Многое забыто, многие не помнят, поэтому года 3 назад, наверное, я начала своей семье возрождать, собирать косточки по частям, чтобы приучить, научить своих детей, что такое Шагай на Адан игра. И в этом году, в честь празднования Сагалган, я решила провести турнир среди наших земляков, потому что, столкнулась с тем, что многие друзья даже, друзья друзей, да, так скажем, не знают, не сталкивались, не играли. Поэтому для меня такая возможность, да, появилась научить. Если я умею играть эту игру, почему бы не дать возможность другим тоже дать возможность поиграть. Древняя игра была разработана для воспитания детей-кочевников. Недаром в старину эту игру называли зимним видом спорта. А сакральное значение этих игр понималось так: надо играть, чтобы год был удачным, не повторилось плохое. Игра не утеряла своей актуальности и в наши дни. Анна Васильева, Мирный. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Ну я с вами прощаюсь. Оставайтесь на нашем канале.